Кукмара – толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара – удобная посуда, вкусная еда. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях бренд-шеф-повар волейбольных клубов «Зенит Казань» и «Динамо Казань» Альберт Султанов. Встречаем! Альберт, приветствую! Здравствуйте, Руслан. Ну, наконец-то. Долго мы ждали Альберта в гости. Ведь сезон в самом разгаре у команд, да? Спасибо, что нашел время прийти к нам. Рассказывай, с кем пришел, зачем пришел? Ну, я как настоящий татарин пришел не с пустыми руками. Ой-ой-ой. С Куштанеш. Куштанеш? Рассказывай, что у тебя, как Дед Мороз там, вытаскивай подарки. Это козы, настоящая, домашняя. Я скорее хочу забрать. Какой аромат! Делается около года, усыхает ровно в 2 раза. Вот представляешь, какие размеры? Дорогие друзья, это ценный подарок для любого татарина. Да. Так ароматно, спасибо. Это для твоих девушек, съемочной бригады. Кстати, вся съемочная бригада здесь наших девушек. Есть редактор, режиссер, помощник режиссера, спасибо. Да. Ну, а это в музей программы. Какая красивая работа. Спасибо большое. Чистая медь. У меня еще есть 2 подарка. Это сюрприз для телезрителей, но об этом позже, в конце программы. Альберт Султанов, бренд-шеф-повар волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо Казань». Родился в Казани в 1971 году. Начальное профессиональное образование получил в кулинарном училище при ресторане «Акчарлак». Параллельно окончил учетно-кредитный техникум по специальности бухгалтер и Институт экономики, управления и права по специальности экономика. Свою трудовую деятельность начал в столовой номер 6, широко известной в народе как Кремлевская. Альберт Султанов стоял у истоков открытия ресторана «Тимирхан». Также 14 лет проработал шеф-поваром в Национальном банке Республики Татарстан. С 2004 года уже 10 лет является шеф-поваром волейбольных команд «Зенит» и «Динамо Казань». Итак, подарки вручены. Прямо сейчас мы начнем готовить то блюдо, о котором, нам расскажет Альберт. Альберт, сегодня мы будем готовить янтарную форель, фаршированную тигровыми креветками со спаржей. И сделаем небольшой гарнирчик. Это мини-перчики, фаршированные белыми грибами. Ну, понимаешь, татары все это тоже готовят. То есть в татарском варианте это будет тутурулган балык и тутурулган барыш. Названия ясны, ингредиенты есть. Мы начинаем. Так, Руслан, я займусь рыбой, а тебе поручим, во многих программах дают чистить лук, как хозяину, а тебе креветки. То есть я займусь креветками, хорошо их почищу. Так, мы сегодня используем янтарную форель. Почему вот янтарную, скажи, Альберт? Потому что янтарный – это цвет золота, цвет победы. А поскольку я представляю клуб «Динамо Казань», наши девочки стали победителями Европейской Лиги чемпионов. Кстати, от нашей программы лично, как болельщик волейбола Республики Татарстан и вообще всей России, искренние поздравления, девчонки молодцы, руководство так держать. «Динамо Казань» впервые в женском волейболе в Татарстане такой успех. Поздравляем. Молодцы. Альберт, но мне кажется, в этом тоже есть и твоя заслуга. Все-таки вот эти твои обеды, ужины, которые ты для команды видишь, какой результат все это принесло. Ну да, мы прикладываем руку к этому. Так, ну мы солим, перчим изнутри. Немного. Да, немного. Альберт, с чего все началось? Вот почему ты решил стать бренд-шеф-поваром? Ну, это сейчас, а вот вообще мечта какая была-то? Ну, все началось с отца. Дело в том, что мой отец был директором столовой, и с детства меня брал с собой. И я уже тогда почувствовал запах кухни. И в школе, в 5 классе, на сочинение «Кем я хочу стать» я уже написал, что хочу стать поваром. В 5 классе уже была мечта? Да, я уже тогда... А вот чем тебе антураж кухни понравился? Тем, что люди готовят? Вот запахи, ароматы или вот финальный итог блюда? Вот что больше тянуло? Благодарность посетителей
То есть, когда вот они пробуют блюдо, которое Да, ты приготовил, да, говорят, как татар говорят, белиссимо, перфекто море. И ты говоришь, думаешь, да, я не зря сделал свою работу. Но опять-таки бесплатное питание, друзья, еще в те времена никому не мешало. Что мы делаем с рыбкой? Посолили, поперчили. Посолили, поперчили. Теперь мы нарезаем креветочки. То есть мы рыбу будем креветками фаршировать? Да, креветками. Альберт, расскажи, пожалуйста, вот где ты получил кулинарное образование? После окончания школы я окончил кулинарное училище «Акчерлак», где с отличием его окончил, где получил 4-й разряд повара. Был тут же направлен на курсы повышения квалификации, где был присвоен 5-й разряд повара. А сколько их всего? 6. Сейчас 6-й у тебя есть? Есть. Я уже мастер-повар. Да. Это как в карате, у тебя уже черный пояс, можно сказать. Черный пояс, да. Все данные пройдены, да. И уже 10 лет, как я связан с клубом «Динамо» и «Зенит Казань». Кстати, за последние 10 лет как раз-таки мужская команда и потом женская добились самых своих высоких достижений. Ну и мне кажется, Альберт, в этом заслуга ваша тоже есть. Поздравляем. Спасибо. Так, Всё, обжариваем мы сейчас да, креветочки. подготовленные нарезанные креветочки. Мы их слегка обжариваем. Не солим, не перчим их? Пока нет. Пока нет. Да. 2-3 минутки буквально. Альберт, вот расскажи, пожалуйста, волейболисты, как они вообще питаются? Есть какой-то вот определенный рацион конкретно для этих спортсменов? Да, конечно, мы тесно работаем с врачами команды, которые составляют меню перед игрой. Вот, то есть до игры одно питание, после игры уже как бы... Я думал, Альберт, ты скажешь, до игры одно питание, если выиграли, другое питание, если проиграли, питания нет. Так. А вот, например, отличия есть? Вот, например, чем питается мужская команда или женская? Вот какие-то особенные блюда для той и той команды? Ну да, девочки больше любят, конечно, это рыбные, куриные блюда, а мальчики все-таки уже любят мясо, конина, говядина, баранина, Ну вот вообще индейка. для спортсмена есть какой-то вот такой рацион? Только рыба, только индейка, например? Ну, конечно, мы рассчитываем, сколько спортсмен должен получать килокалорий за игру, за день. Надо, чтобы и килокалории пополнились, и в то же время, чтобы игрок не поправился. Иначе это скажется на его подвижности. Все у нас кипит, все шкварчит. Чуть-чуть солим, Так, перчик. чуть-чуть перчим для остроты. И самое главное, используем шайтан-вода, немножко красного цвета. И опасный момент, друзья. Ух ты! Вот что значит настоящий бренд-шеф-повар, дорогие друзья. Всё. Одновременно жарит, одновременно зажигает. Да. Что придает вот этот вот Ну, это процесс? придает аромат. Все-таки коньяк это насыщенный, выдержанный, придает аромат и вкус блюду, пикантность. Креветки наши готовы. Руслан, надо, чтобы они остыли. И мы закончим наше с тобой первое блюдо. Так, нашу рыбу мы фаршируем. Укладываем туда в брюшко. Так. То есть больше никаких ингредиентов мы не добавляем. Нет, ничего. Вот откуда это вообще блюдо, кстати, взял рецепт? Ну, фаршированная рыба креветками – это довольно-таки такое распространенное блюдо. И можно часто увидеть его в меню дорогих ресторанов. Но приготовить это блюдо в домашних условиях очень-очень просто. Вот. Ну? Занимает оно немного времени. Что и мы сегодня делаем с тобой. Так, нужен нам противень. Да, Так, пожалуйста, немножко. маслица. Да. Так. Сколько готовится в духовке эта рыба? Ну, 20 минут при температуре 180 градусов. Да. И вот швом вниз мы укладываем вот эту рыбку. А, вот так вот, да? Да, все. Слушайте, и выглядит красиво, в принципе. И мне кажется, такой финал будет очень вкусный. Надеемся. Отправляем. Фаршированная форель. Королевские креветки очистили, нарезали на небольшие кусочки и обжарили на сковороде на растительном масле. Заранее обработанную янтарную форель натерли специями, нафаршировали обжаренными креветками, выложили на противень и поставили в духовку на 20-30 минут.
Руслан, тем временем, пока наши рыбы готовятся в духовке, мы с вами отварим спаржу. Вот, кстати, Альберт, спаржу, да, очень мало употребляют вот обычные наши россияне приготовление блюд, хотя она очень полезна. Вот как ты думаешь, почему? Почему она не в моде? Она в моде только вот у бренд шеф-поваров. В основном спаржа используется в топовых ресторанах, вот, но мы своих девочек и ребят кормим спаржей. Дело в том, что побеги молодой спаржи очень питательные и ценные. Запомните, Несут энергетическую ценность. Спаржа – одна из самых вкусных, полезных и дорогих овощных культур. Молодые нежные побеги насыщены витаминами, минералами и клетчаткой. Их можно есть сырыми или быстро приготовленными на пару, в воде, в духовке или на гриле. Спаржа – довольно новый овощ для нас, и многие еще не смогли по достоинству оценить ее вкусовые качества. Правильно приготовленная спаржа обладает не только тонким и деликатным вкусом, но и массой полезных свойств. Существует 3 разновидности спаржи – зеленая, белая и фиолетовая. Зеленая спаржа самая распространенная, так как урожай собирается круглый год. Белая спаржа – это сезонный овощ, который собирается с середины марта по июнь. Белая спаржа имеет более нежный вкус, в отличие от зеленой. Фиолетовый сорт самый редкий и имеет достаточно необычный, слегка горьковатый вкус. А мы продолжаем. Итак, перчики. Да, тебе как всегда, самое тяжелое. Мы сейчас будем заниматься фаршировкой перцев. Да, срезаешь и вынимаешь сердцевину. Здесь вот у нас какие грибы сегодня? Это Вот белые принес нам? грибы, экологически чистые. Итак, мы их обжариваем. Да. Белый гриб считается царем грибов не только из-за его внушительного размера, но и благодаря его вкусу и питательности. При правильном приготовлении это настоящий деликатес. Белый гриб относится к грибам первой категории. Это означает, что он лучше других грибов усваивается организмом человека, а это, несомненно, гораздо важнее, чем просто содержание полезных веществ. Но и с этим у белых грибов все в порядке. В белых грибах больше, чем в других, содержится рибофлавина – вещества, отвечающего за здоровье и рост ногтей, волос, кожи и за здоровье организма в целом. Так, наши грибочки мы солим. Перчим. Да, обязательно. Альберт, ну, Да. этот вопрос мне хочется тебе задать, вот можно сказать, лично от себя. Ты вообще дома-то готовишь? А то вот команды, рестораны. Или дома у тебя супруга готовит? Но супруга у меня тоже очень вкусно готовит. Вот. Солянка, баранина – это ее фирменные блюда. Руслан, и пользуясь случаем, я хочу передать привет своей супруге. Юля, привет. Юля, привет! Так, смотри, перчики у меня готовы. И вот рецепт этого блюда, фаршированные перчики с грибами, вот как тебе пришел вот на ум или почему ты решил сегодня приготовить его? Ну, вообще, все, что фаршированное, все фаршированные блюда, это заслуживает большого уважения, потому что это кропотливые блюда, но очень вкусные. С этим я, конечно, согласен. То есть, да, белые грибы сами по себе вкусные, а болгарский перчик придаст такую пикантность. Альберт, ну вот ты уже, можно сказать, с 5 лет, да, вкусно ешь, как тебя папа приглашал с собой на кухню. Вот твои конкретно любимые блюда. Вот чем тебя можно удивить? Ну, меня удивить чем-либо трудно, да. Но вообще мои любимые блюда – это конина, это гусь, это баранина. Ну, ты как настоящий мужчина перечислил всех животных, которых можно вкусно приготовить. Настоящий татарский парень Альберт Султанов сегодня готовит 2 очень оригинальных блюда. И скоро мы их будем пробовать, но перед этим закончим с перчиками. Мы продолжаем, и напоминаю, сегодня у нас в гостях бренд-шеф-повар волейбольного клуба «Динамо Казань» и «Зенит Казань» Альберт Султанов. Альберт, готовим мы сегодня с ним тутурылган балык, тутурылган барыш. И сейчас у нас второе блюдо, как раз таки барыш. Да, мы дошинковываем зелень, добавляем их к грибочкам. Так, и это у нас будет начиночка. Да, это наша начиночка. И фаршируем Перчики. наши перчики, уже подготовленные тобою. Альберт, вот 25 лет опыта работы на кухне, столько шедевров ты приготовил, столько людей накормил. Вот не было желания все это совместить, например, и какую-нибудь книжку издать, например, к 30-летию опыта вот твоего? Да, Руслан, у меня есть наброски, есть материал. Я планирую выпустить 2 тома, 2 книги.
Вот. Но Это будет национальная кухня или вот общая? это будет первой книги. Я хочу посвятить 2-3 рецептам интересным с каждой страны, где мы бываем с супругой. А во втором томе я хочу собрать все полезные советы для начинающих поваров, начиная с 4-5 лет. И чтобы это было такой домашней энциклопедией для каждого. Да. Ну и, Альберт, конечно, лично от меня просьба, не забудь там хоть одну страничку посвятить нашей сегодняшней программе. Обязательно. И написать мемуары. Обязательно, обязательно. Ну что ж, у нас практически готовы наши перчики. И вот как мы их будем готовить сейчас? Подготовленные перцы мы укладываем на дно кастрюлечки. Так. Соус у тебя не было, я намешал все, что у тебя было. То есть там и кетчуп, и, кетчуп, сливки. и сливки, да, и сливочный, Так. и соевый соус. Все это мы заливаем, добавляем воды. Включаем плиту. Да. Так. Все, накрываем крышечкой и 15-20 минут на медленном огоньке при слабом кипении. Фаршированные перчики. Белые грибы измельчили и обжарили на растительном масле. Мелко нарезанную зелень добавили к обжаренным грибам и перемешали. Мини-перчики очистили от семян, начинили грибным фаршем, залили соусом и варили на медленном огне 15-20 минут. Пока наши блюда основные готовятся, я открою тебе небольшой секрет, как можно удивить девушек на первом свидании. У нас получится апельсин, фаршированный креветками. Давай Я думаю, посмотрим. после такого Обычно я пользовался только букетом роз, например. Да. Ну а здесь фаршированный апельсин. апельсин разрезаем. Так, все мы это делаем над тарелочкой. Ага. Сердцевину плавно вырезаем. Исчезает. Исчезает, да. Сок сюда. То есть получается такая вот тарталеточка Да. апельсиновая. Основа практически готова у нас. Итак, вот наш итог. Итог кропотливой работы. Тарталетки готовы. Да. Все, мы их пока откладываем. Мясо креветки мы маринуем в этом соке апельсина. То есть безотходное производство. Безотходное производство, да. Отлично. И обжариваем на небольшом огне на сковородочке. Так, креветки мы обжарили. Буквально пару минут. И? Все. И сейчас вот фаршируем содержимым. Так. Да. И получается вот такие У вот. нас такой жульен из креветок в апельсиновой цедре. Так. Соус туда же. Да. Итак, наши тарталеточки готовы, и мы буквально через пару мгновений будем пробовать все 3 наших блюда. Фаршированный апельсин. Апельсин разрезали пополам и удалили всю мякоть. Креветки несколько минут мариновали в апельсиновом соке, а затем обжарили на растительном масле. Данной начинкой наполнили заранее приготовленные апельсиновые формочки. Уважаемые телезрители, если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Выкладывайте фотографии своих блюд и готовьте вместе с нами. Альберт, Да. наконец-то Да, рыбу мы с вами достали. Да, достали Рыба нашу готова. рыбу. Теперь мы начинаем оформлять блюдо. красота. Красота, да. Под голову мы положим. Вот они, Спаржу, секреты-то. да. Бренд шеф-поваров. Кстати, вот, Альберт, Да. Сюда мы положим наш фаршированный апельсинчик с креветками и украсим уже перчиком. Альберт, ну скажи мне, а вот вообще тяжелая работа, вот бренд шеф-повара в любой вот спортивной команде? Руслан, я бы сказал, что не тяжелая работа, а ответственная. Ответственная прежде всего перед игроком и перед клубом. Потому что если игрок выйдет из формы, это уже скажется на результате клуба. Поэтому ответственность колоссальная. Все это на себе ощущаешь. Ну, а результаты достойные, еще раз хочу сказать, наши волейболисты и волейболистки молодцы, так держать. А Все, у нас наше блюдо готово. финал! Итак, тутарылган брыш, тутарылган балок. Вот такая красота. Тут также фаршированный апельсинчик. Все это у нас получилось, ну, красиво, солидно и со вкусом. Молодец, Альберт. Будем пробовать. Но есть у нас тоже свои секреты. Мы все наши блюда готовим только на качественной посуде. И от нашего партнера ООО «Кукмарский завод металлопосуды» мы тебе вручаем кастрюлю-жаровню, литую, толстостенную, бренд Кукмара. Качество по немецким технологиям. Спасибо, Руслан.
Руслан, в свою очередь, у меня тоже есть подарки для ваших телезрителей, только для тех, кто первый ответит на поставленный вопрос. А вот и подарочки. Первых два вопроса для болельщиков волейбольного клуба «Зенит Казань». Вопрос номер один. Кто входит в зал славы волейбольного клуба «Зенит Казань»? Вопрос второй. Когда впервые команда «Зенит Казань» стала чемпионом России? А теперь для болельщиков волейбольного клуба «Динамо Казань». Скульптура какой спортсменки стоит в холле волейбольного центра Санкт-Петербург? Эти замечательные подарки ждут своих победителей, а правильные ответы присылайте в нашу группу ВКонтакте. Альберт, наконец-то мой самый любимый момент в нашей программе, когда мы будем пробовать наши блюда. Итак, рыбка, перчик, спаржа, все готово. Итак, татары обычно говорят бисмилля рахман рахим. Вот. Ну как, Руслан? Альберт, ну, во-первых, я хочу сказать, что я впервые пробую такое блюдо, и, мне кажется, рыбка не суховатая, такая сочненькая, но и начинка из креветок, конечно, самое то для этого блюда. Молодец! Осталось попробовать, ты знаешь, вот начинку перчиков я попробую. Очень нежные грибочки. Начинай играть в волейбол. Действительно, такой большой прилив сил, энергии дает это блюдо. И мне кажется, если вы хотите стать настоящим чемпионом, готовьте как минимум 2 этих простых блюда, и вы не прогадаете. Большое спасибо, Альберт. И я надеюсь, наши замечательные волейбольные клубы с твоей помощью будут добиваться все больших и громких успехов в России и на международной арене. Альберт Султанов, бренд-шеф-повар наших волейбольных клубов, был сегодня у нас в гостях. И достойный ужин нам приготовил. Большое спасибо тебе. Пока-пока. Не пропустите в следующей программе. Встречаем праздник Великой Победы с рецептами походной кухни. Секреты татарской кухни. По воскресеньям в 12:30, повтор во вторник в 13 и в субботу в 9 утра. Кукмара. Толстостенная посуда, отлитая вручную. Кукмара. Удобная посуда. Вкусная еда. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.